Аллаху Аллах, Аллаху Аллах, Аллаху Аллах, Аллаху Аллах. أكبر سبب للنهضة الإسلامية أكبر سبب. Основная причина распространения ислама, становления исламской цивилизации и причина для приобретения счастья вечной жизни – это неуклонное следование сунне пророка, алейхиссалату вассалям. Об этом свидетельствуют истории сподвижников. Необходимо задуматься над этими историями, над тем, как они твердо следовали сунне. Они на деле показывали исполнение наказа Всевышнего. Смысл. Сказал Аллах: «О те, которые уверовали, подчиняйтесь Аллаху, подчиняйтесь Его посланнику». Коран, сура Ан-Ниса, аят 59. Сподвижники познали смысл слов Всевышнего. Они не уверуют, пока они не изберут тебя судьей во всем том, что вызывает у них споры. И тогда они восстанут в душе против твоего решения и подчинятся ему полностью. Подчинение, следование, приверженность пророку, алейхиссалату вассалям, наивысшее проявление веры. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Не уверует никто из вас до тех пор, пока страсть его не последует за тем, с чем я пришел». Счастье в обоих мирах связано с пророком, алейхиссалату вассалям, которого ниспослал Всевышний, сделав образцом для подражания, одарив его совершенными качествами человечности и спасением для человечества. Мы находим, насколько Абу Бакр, да будет доволен им Аллах, следовал пророку, алейхиссалату вассалям, в поступках и нравственных качествах. Перед смертью пророк, саллаллаху алейхи вассалям, назначил Усаму ибн Зайда командовать отрядом. Став халифом, Абу Бакр, да будет доволен им Аллах, решил отправить в поход отряд Усамы ибн Зайда, которому было всего лишь 17 лет. Сподвижники обратились к халифу с просьбой отсрочить поход отряда под командованием Зайда, ссылаясь на то, что он молод и стоит обдумать все. Абу Бакр отказался, сказав, что сын Абу Кухафата, прозвище Абу Бакра, не станет противоречить желанию посланника Аллаха, алейхиссалату вассалям. Такая приверженность поразительна. Однажды дочь Умара ибн аль-Хаттаба, да будет доволен им Аллах, которому подчинялась полмира, увидела своего отца, принимавшего несвежую, высохшую еду. Она обратилась к нему: «О повелитель правоверных, почему ты не ешь свежую еду? Ведь Всевышний раскрыл перед тобой полмира». Умар напомнил ей о времени посланника Аллаха, алейхиссалату вассалям, о том, какая еда была в их доме. Воспоминания об этом вызвали у дочери слезы. Затем он произнес: «Я желаю жить так, как жил посланник Аллаха, алейхиссалату вассалям, и Абу Бакр. И, возможно, я присоединюсь к ним в вечной жизни». Разве не удивительно это следование? Когда люди увидели Усмана ибн Аффана, да будет доволен им Аллах, в коротком изаре, они спросили его: «Почему бы тебе не спустить изар?» Он ответил, что так ходил посланник Аллаха, алейхиссалату вассалям. Все в их жизни происходило со словами «как посланник Аллаха». Таким я видел посланника Аллаха, так делал посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Как-то Али ибн Абу Талиб, да будет доволен им Аллах, сел на верховое животное, при этом он прочитал дуа для этого случая. Хвала Аллаху, который наставил нас на это, и не были бы мы наставлены, если бы Аллах не наставил нас. Пречист тот, кто подчинил нам это, ведь нам такое не под силу. К Нему наше возвращение. О Аллах, я притеснял самого себя много раз, но никто, кроме Тебя, не прощает грехов, так прости же меня. Затем Али улыбнулся. Удивившись этому, табиины спросили, почему он улыбнулся, что вызвало его улыбку. Али, да будет доволен им Аллах, ответил: «Я был с посланником Аллаха, алейхиссалату вассалям». Сев на верховое животное, он прочитал эту молитву, затем улыбнулся. Я спросил его, почему он улыбнулся, на что он ответил: «Всевышнему нравится раб, который просит прощения у своего Господа, зная, что нет другого Господа, кроме Него, пречист Он».
Эта улыбка указывала на тайный смысл связи между любимцем и его Господом. Али ибн Абу Талиб следовал даже в улыбке. Необходимо жить с мыслью, вот так поступал посланник Аллаха, алейхиссаляту вассалям. Необходимо задумываться над кораническими словами. Смысл: если вы любите Аллаха, то следуйте за мной, и тогда Аллах возлюбит вас. Чтобы мы мысленно всегда были с нашим любимцем, саллаллаху алейхи вассалям, чтобы мы, желая что-то сделать, спрашивали, как в данной ситуации поступал Хабиб, саллаллаху алейхи вассалям. Абдулла ибн Умар был одним из великих сподвижников, несмотря на свою молодость. Его приверженность сунне была удивительна. Однажды он находился в пути вместе с другими сподвижниками. В пути он остановился, чтобы справить нужду. Его спутник сказал, что впереди есть место лучше, чем это. Но Абдулла ибн Умар ответил, что когда он совершал путешествие вместе с посланником Аллаха, алейхиссаляту вассалям, то он остановился в этом месте, и что он желает остановиться в том же месте. Вот такая вера, эта убежденность подняла сподвижников до высочайших высот. Посмотрите, как поступил Абдулла ибн Умар в другой ситуации. К нему пришел человек, шьющий сандалии. Абдулла ибн Умар сказал, что хочет, чтобы его след был подобен следам посланника, алейхиссаляту вассалям, и попросил сшить такие сандалии, как у посланника, алейхиссаляту вассалям. Он носил сандалии, как передает имам ат-Тирмизи. Абдулла ибн Умар говорил: «Я люблю носить сандалии, как посланник Аллаха, алейхиссаляту вассалям, любил». И дело тут не в обуви или каких-то поступках. Самое главное тут любовь, уважение. Сподвижники осознавали, что это посланник. Сподвижники осознавали, что это посланник самого Господа, что он любимец Аллаха, и все его поступки – это путь достижения любви Всевышнего, что во всех его поступках только благо. Анас ибн Малик рассказывает, что портной позвал пророка, алейхиссаляту вассалям, к себе в гости. Так как пророк, саллаллаху алейхи вассалям, отвечал на приглашение бедных и богатых, старых и молодых, близких и далеких, он пришел к портному. يقول أنس بن مالك شوفوا اللي أبغاه إنه أعيش أنا وإياكم نعيش المشهد يعني نفسي أحط عيني في عين الصحابي. Попробуйте взглянуть на все так, как смотрели сподвижники, рассуждать, как они это делали. أنس بن مالك في المائدة يأكل مع النبي صلى الله عليه وسلم لكن كيف طريقة تفكيره يتابع. Посмотрите на ход мысли Анаса ибн Малика. Анас ибн Малик следил за движениями пальцев, рта пророка, алейхиссаляту вассалям, за тем, как он употреблял пищу. Мы видим, что в любой ситуации, даже в приеме пищи и питье, проявлялась их любовь к посланнику Аллаха, алейхиссаляту вассалям. Сподвижники любили то, что любил их любимец. Главной целью этого цикла «Фаттаби'уни» является твердое следование сунне. Желая совершить что-либо, спрашивайте себя, как поступал пророк, алейхиссаляту вассалям. Услышав, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, делал так-то, незамедлительно воплощайте эту сунну в жизнь, чтобы оказаться в числе тех, кого он полюбил, чтобы оказаться в соседстве с ним.